А мы продолжаем наше вещание. В эфире программа «Деловой завтрак». В студии работаю я, Султан Джакабеков. И у нас в студии особенно гости. Выражусь именно так. У нас в гостях Анна Кутанова, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда, и Марат Кутанов, заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда. Во-первых, здравствуйте, доброе утро. И сразу же отметим, что мы непременно склоняем головы, да, перед вашими подвигами. И хотелось бы обратиться к нашим зрителям и сказать, что 27 января отмечался День освобождения Ленинграда от блокады. Но хотелось бы отметить, что это не один день 27 января, да, который мы вспоминаем 27-го, и почему-то некоторые забывают 28-го уже через день. Мы не должны забывать об этом подвиге, об этом свершении никогда. И мы должны стараться передавать данную историю из уст к устам молодому поколению. К большому сожалению, иногда нам приходится возвращаться к этой истории, да, поскольку некоторые забывают историю подвигов наших родителей, наших отцов, наших бабушек, наших дедов. И хотелось бы, конечно же, вернуться к памяти и начать с вопроса к нашей маме, да, если позволите так выразиться, Марат, как все было. Да, что происходило, поскольку есть миллионы мнений, есть тысячи мнений, кто-то одно говорит, кто-то другое, но вот хотелось бы спросить конкретно у вас. Что было? Что происходило? Блокаду. Да. Ну, я всю блокаду прожила в Ленинграде от первого дня до последнего дня. Вот. Это был какой-то кромешный ад. Это невероятная голодовка. Мы были отрезаны от всей страны. Ленинград был окружен. Немцы окружили Ленинград, в кольце блокады находились, и поэтому связи со страной почти не было. И все, что было в Ленинграде, а в Ленинграде это запасы продуктов были на Бадаевских складах, и Бадаевские склады загорели. И поэтому продуктов там ничего не осталось абсолютно. Осталась земля подслащенная. Так мы даже ходили туда, на Бадаевские склады, и ложечкой скребли, значит, вот эту землю, приносили ее домой, и это был как песок, немножко земля подслащенная, кипяток наливали, и, значит, пили вот такой чай. Вот. Хлеб, единственное, что выдавали, это хлеб, детские, норма 125 грамм. Рабочие получали 250. Вот у нас, значит, на семью было 500 грамм хлеба. И это все, что мы имели. Значит, мы делили на 3 части этот хлеб. Утром пили кипяток. Затем в обед мама варила типа кашу, она в то время называлась тюря, из хлеба, этого кусочка хлеба. И вечером тоже пили хлеб. Но этот кусочек настолько маленький был, что я маме говорила: мама, мне порежь, пожалуйста, на всем мелкие кусочки, и чтобы у меня было много. И на самом деле она мне все резала по крошкам, и получалась горка. И вот, значит, я ела вот эту горку, пила этот кипяток вот с этим хлебом. И, в общем, больше ничего не было. Все, что у нас в доме было, это папа работал краснодеревщиком, остались плитки клея, которые мы съели, сварили холодец, мама сварила холодец, и мы съели этот холодец. Вот. Затем это ремни, все кожаное, что было в доме, значит, их варили в качестве как суп. Вот. И вот все, что у нас было. Так что в смысле, значит, вот поддержки продуктами тогда почти никаких не было. Это только началось, это мы стали получше питаться, это когда прорвали блокаду Ленинграда, поэтому эти мероприятия, как прорыв блокады Ленинграда и как снятие блокады Ленинграда, это было исключительные, значит, вот такие праздники для блокадников, потому что все истощенные, все изможденные, бесконечные похороны, ни гробов, ничего не было, ни сил не было, чтобы
тянуть, допустим, это самое. У нас умерла в доме сестра, и чтобы ее, это мамина сестра, и чтобы ее, значит, увезти на кладбище, это нужно было силы какие-то, а у нас этих сил никаких не было. И тем не менее мы везли на саночках или на фанерке, вот значит, куда-то на кладбище или на дороге просто оставляли. Значит, потом машины подъезжали и убирали все это. Так что это был, конечно, кромешный ад. Кроме того, эти бомбежки длились по несколько часов, по 5-6 часов длились. Значит, и это бесконечные эти бомбы, разрывы. Поэтому в день иногда или в ночь было по 5, иногда и 6 вот этих самых было тревог, воздушная тревога, и начинается обстрел. В общем, конечно, это было ужасно. Смертность была, конечно, очень и очень большая. Трупы вывозили прямо из Ленинграда машинами. Вот. Ну вот, а мы остались живы, это каким-то чудом. Вот. Ну, конечно, в то время большую роль играли женщины, и особенно матери. Вот. Они, конечно, старались защитить своих детей и в первую очередь им чего-то дать. Вот. И поэтому вот во время блокады это огромное спасибо вот матерям и женщинам, которые, в общем, вот выполняли очень такую многую тяжелейшую работу, сами находясь в таком же голодном состоянии, как и мы. Вот. Поэтому все это было очень страшно. И поэтому вот теперешние праздники, прорыв блокады Ленинграда, вот для меня лично, когда я прожила всю блокаду, это просто действительно настоящие праздники. И, может быть, даже в первую очередь вот сейчас, потому что мы все прожили, мы все знаем. И поэтому это, конечно, действительно для нас настоящий праздник. И вот это снятие блокады Ленинграда, это тоже величайший праздник. И поэтому, конечно, хочется его справлять, этот праздник отмечать, чтобы это действительно, это наша победа. Вот. Тогда, конечно, вот эта наша победа, это удивительная, потому что при тех всех отношениях и в окружении, когда вот так находились, и вдруг это победили, это, конечно, огромная заслуга самого города Ленинграда, потому что они с самого начала говорили, что, значит, это самое, не сдаваться не будет Ленинград, значит, до победы. Вот. И точно так же сами ленинградцы, умирая, каждый в семье, предположим, он говорил, а вы держитесь, а вы оставайтесь как-то. Вот так вот это самое, такой настрой был, вот, патриотический, кажется, уже все, это смерть уже наступает. И тем не менее он продолжает это самое говорить о том, чтобы, в общем, держались, и чтобы победу оценить. Да. Поэтому это, конечно, это ад был кромешный. Это я не знаю, какие эти города, вот так вот, наверное, такого, наверное, и нет еще, чтобы вот прожить и остаться там живых, и город остался, значит, целиком, его не сдали. Вот. Тогда было и мы оторваны от земли были, поэтому нам, вот, конечно, и помощи никакой особенно невозможно было передать. И вот когда прорвали блокаду, тогда уже, конечно, получилось, что построили дорогу жизни через Ладожское озеро, и это было основание для того, чтобы нам там привозили. И тогда страна старалась продукты и какую-то теплую одежду передавать, и в том числе Киргизстан. Значит, они не просто там сумками или какими-то, а целыми вагонами, целыми составами приходили в Ленинград вот эти вот составы и снабжали вот в то время это Ленинград. Это было, конечно, очень здорово, вот, и это такое чувство вот
это самое, доброты, вот, понимания. Это все было вот тогда в Ленинграде. Вот. Позвольте, пожалуйста, вопрос. К большому сожалению, спустя столько лет понимаю, что вот есть такой подвиг. Есть ничтожные люди, которые пытаются переписать историю, да, что-то изменить, какие-то, может быть, какие-то пропаганды абсолютно неправильные. Скажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день проводятся работы кыргызским обществом блокадников Ленинграда? Ну, чтобы не было фальсификации истории, значит, мы и проводим каждый год, это с 2012 года, мы проводим каждый год 3 митинга реквиема. Это 18 января прорыв блокады Ленинграда и 27 января это полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. И также мы перед 9-4 мая, мы уже как бы себе дату выбрали. И вот в эту дату, к 9 мая, мы тоже проводим митинг реквиема. Мы собираем там детей, школы, значит, Октябрьского района, Ленинского, ну, всех районов по очереди, значит. И те школы, которые активно с нами постоянно сотрудничают, такие школы, как школа имени Панфилова, значит, школа Святого князя Владимира, там, значит, 2-я школа, у нас есть 13-я школа. И много-много финансово-экономический техникум. То есть военно-патриотическая работа и воспитание молодежи у нас идет на постоянной основе. Вот к этой дате, допустим, мы когда проводили вчера митинг реквием к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по всем каналам транслировался фильм «Рожденные в Ленинграде». Значит, у нас есть продукты. Через эти продукты мы передаем память, то есть от мертвых к живым. И вот этот фильм транслировался по всем каналам, значит, показывали «Рожденные в Ленинграде». Потом у нас фильм есть «Блокада», где-то около 9 спектаклей. Вот, пользуясь случаем, я приглашаю всех желающих. 29-го в 5 часов у нас будет спектакль в русской драме имени Чингиза Айтматова. Значит, «Я не хочу умирать». Вот, этот в репертуар поставили, вот мы совместно с российским посольством, Россотрудничеством и театром русской драмы и нашего общества блокадников книга у нас, когда они были ленинградцами, это история каждого блокадника, значит. И по этой книге, значит, ставился вот этот спектакль, значит, вот такая работа проводится, потому что не только, допустим, митинги, не только уроки мужества, да, у нас работают 2 музея в 13-й и финансово-экономическом техникуме. Вчера буквально мы провели конференцию, студенческая конференция прошла 900 дней мужества, героизма и патриотизма. То есть там разные вузы пришли и участвовали в этой конференции, рассказывали истории. То есть это проводилось через себя. То есть человек, который участвует в этих конференциях и проводит через себя, он надолго запоминает и ощущает. Да? Этому человеку уже не страшно, ни фальсификация нет. Он всегда встанет на защиту победы дедов и бабушек, дедушек, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Вот. И, значит, вот эти музеи у нас же, так же, как и памятник блокадникам Ленинграда, также будут работать не только в праздники, но и ежедневно. Желающие могут приходить, посмотреть этот музей, посмотреть эти экспонаты, поучаствовать вот, и провести свои там какие-то конференции или там, обзор какой-то о блокаде Ленинграда. Позвольте, пожалуйста, еще один вопрос. Вот, говоря о молодом поколении, к большому сожалению, встречаются такие люди, когда спрашиваешь, да, о Великой Отечественной войне, они ничего не знают, в принципе, да, вот, и за это становится стыдно, да, как говорится, испанский стыд. А почему это происходит, как вы думаете? Ну, сейчас все компьютеризировано, все, сейчас сотки, да, все рыночные отношения. Во главе угла ставится вопрос, как бы выжить, да, как бы получить достойную профессию, да, получить достойную работу. Люди как бы нацелены на этот. А вот с историей, значит,
немножко слабовато у нас, поскольку и в школах, и в вузах, да, мало дается часов. И, ну и думаю, родители тоже должны работать со своими детьми дома и объяснять. Человек должен быть цельный, он не только должен хорошее образование получить и профессию, но он должен состояться, он должен быть патриотом своей родины. Большое спасибо. Напомним нашим телезрителям, что у нас в гостях были Анна Кутанова, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда, и Марат Кутанов, заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда. Но в конце мне бы хотелось бы обратиться к вам еще раз, Анна Апа, если позволите. Мы непременно склоняем головы перед вашим подвигом, да, на самом деле это великое достижение, поскольку подвиг блокадников Ленинграда, он вдохновил весь Советский Союз, да, как из ваших уст прозвучало, когда люди понимали, что нельзя сдаваться, что все на грани. И самое главное, это, конечно же, историю помнить, знать и понимать. Буквально недавно увидел один автомобиль, где было написано, знаете, так цинично, если надо, повторим. Это на самом деле страшно, когда ты видишь такие надписи, понимаешь, что неужели человек не понимает цену этому. Поэтому до бесконечности мы благодарим вас за ваш подвиг и просто большое спасибо вам. Ну что ж, мы продолжаем наше вещание. Оставайтесь на телеканале Алату 24.